В эти дни в Коми проходит 22-я научно-практическая конференция «Социально значимые и широко распространенные инфекционные заболевания». Более 350 специалистов, практикующих врачей, профессоров и студентов делятся своими медицинскими практиками в борьбе с инфекциями. Как ведущие эксперты оценивают работу республиканских инфекционистов, узнала Дарья Волокжанина. Более 350 специалистов из числа практикующих врачей. Педиатры, инфекционисты, терапевты, эпидемиологи, гастроэнтерологи и врачи общей практики. За 2 дня конференции они рассмотрят проблемы организации медпомощи пациентам с инфекционными болезнями, вопросы диагностики, лечения и профилактики. Конференция проводится уже 22 года подряд. В этом году в столицу Коми для обмена опытом приехали именитые врачи из Санкт-Петербурга. Каждым годом количество угроз, к сожалению, растет. И вот даже такому продвинутому сообществу, как российскому, и науки, и медицины, и эпидемиологии, тем не менее, мы сталкиваемся с новыми такими очень сложными вызовами. И, конечно, коронавирус лишний раз подтвердил, что мы, в общем, должны очень серьезно относиться к вирусным, инфекционным заболеваниям, поскольку не все, к сожалению, понятно. На конференции вспомнили вклад Владимира Уйба в развитие инфектологии в стране. Благодаря нынешнему главе Коми, руководившему ФМБА, в Санкт-Петербурге реконструировали и расширили головной институт детских инфекционных болезней и закупили самое новейшее оборудование. Позже президент назвал институт «жемчужиной российского здравоохранения». За значительный вклад в дело борьбы с инфекционными болезнями главу Коми наградили медалью в честь академика Покровского. На последнем конгрессе, который только что прошел, было принято единогласное решение наградить вас высшей наградой нашего евроазиатского общества, серебряной медалью в позолоте имени академика Покровского. Валентина Ивановича, разрешите выполнить это поручение. Большое внимание на конференции актуальным инфекционным заболеваниям – гриппу и ОРВИ, вирусным гепатитам, ВИЧ-инфекции и, конечно, COVID-19. Цель – поделиться знаниями и наработками, как выбрать оптимальную терапию, оценить результаты лечения, прогнозировать возникновение вспышек инфекционных заболеваний. Вспоминаю те времена, когда мы забыли, что такое врач-инфекционист и врач-эпидемиолог. Действительно, эти времена были. И вот коронавирусная инфекция заставила нас снова вспомнить и поднять уважение к этой профессии. Потому что я помню, когда сокращались ставки, хотя раньше инфекционист был в каждой поликлинике, в каждой больнице, не по одному человеку. И то, что мы эту службу забыли на какой-то промежуток времени, достаточно большой, там 15-20 лет, сейчас вот с коронавирусной инфекцией мы ее вспомнили и понимаем, что это важная часть в целом медицинской работы. И она нужна, важна, и нужно ее опять поднимать, эту службу. Ведущие эксперты, которые прибыли на конференцию из северной столицы, уже успели провести инспекцию наших больниц и поликлиник, оценили работу врачей, медицинского персонала и нашего оборудования. Мы можем пожелать, чтобы у вас была новая, хорошая инфекционная больница на хорошем уровне. И я думаю, у вас будет тогда еще лучше оказание помощи инфекционным больным. Нам всем есть чему поучиться. И даже не поучиться, а обменяться опытом. И мы, собственно говоря, это и делаем. Для чего мы приезжаем? Для того, чтобы обменяться опытом и посмотреть, у кого-то есть что-то лучше, у кого-то что-то есть интереснее. Главный вызов последних 3 лет – пандемия COVID-19. Она нанесла колоссальный ущерб для общества в самых разных сферах. И, конечно, больше всего по людям. Потеря трудоспособности, преждевременная смертность и необходимость больших затрат на профилактику, лечение и реабилитацию больных.
Задача врачей всего мира – предотвратить вспышки новых заболеваний. Но для этого уже сегодня нужно начать готовиться к ним. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.